Ведется протокол публичных слушаний. Секретарь наших слушаний Ишкова Васильевна. Участник слушания имеет право предварительно записаться у секретаря и выступить для рассказа проекта решения Иркутской городской думы о утверждении проекта бюджета городского округа. Слово предоставляется по записи председательствующим. Участники слушания выступают только с разрешением председательствующего. Сейчас по итогам регистрации я озвучу количество человек. На сегодняшний день у нас получены экспертные заключения. Экспертные заключения представлены директором научно-исследовательского института региональной экономики Севера СВФУ Петром Владимировичем Гуляевым, наш эксперт, Надеждой Васильевной Филипповой, заместитель министра финансов Республики Саха-Якутия, Виталий Валерьевич Абилин, заместитель главного редактора газеты «Якутский», Афанасий Афанасьевич Федоров, доцент кафедры экономики и финансово-экономического института СВФУ, Андрей Викторович Лебедев, депутат Якутской городской думы, и Юлия Анатольевна Филиппова, заведующий сектором макроэкономического анализа Центра стратегических исследований Республики Саха-Якутия. На повестке рассмотрения проекта бюджета городского округа Якутска на 2020 и плановый период 2021-2022 годов предлагается следующий регламент публичных слушаний: выступление докладчика до 15 минут, выступление экспертов не более 5 минут, вопросы участников публичных слушаний не более 2 минут. Воспользоваться можно микрофонами, которые находятся в зале. Вот на втором ряду кресел. Можно присаживаться и выступать. Предварительно присаживаться. Итак, начинаем. Слово для доклада предоставляется начальнику департамента экономики Татьяне Кимовне Корякиной с докладом о прогнозе социально-экономического развития городского округа города Якутска на 2020-2022 год. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. Разрешите представить вам доклад о прогнозе социально-экономического положения городского округа города Якутска на 2020-2022 годы. Вначале коротко о социально-экономическом положении нашего города. Город Якутск является административным, политическим, экономическим, культурным и научным центром Республики Саха-Якутия. Численность населения на 1 января 2019 года составила 335 525 человек. 335 525 тысяч человек, что составляет 34,7% от численности населения Республики Саха-Якутия. Численность городского населения составила 318 тысяч, сельского населения 16 тысяч. Наблюдается рост численности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%. За январь-август 2019 года в городе Якутске родилось 3105 человек, что составляет 96% по аналогичному периоду прошлого года. Сохраняется естественный рост населения и составил 1742 человека. Если посмотреть на долю города Якутска в общей численности рождаемости, то на город Якутска приходится порядка 36,8%. По показателям естественного прироста и рождаемости Якутия лидирует на Дальнем Востоке, как вы знаете, и входит в десятку лучших регионов России. Соответственно, город Якутск также является в лидирующих позициях. Средний возраст жителя города Якутска 32 года, тогда как по республике средний возраст составляет 35 лет, а по Российской Федерации 34 года. 62,1% от общей численности населения города Якутска является население в трудоспособном возрасте. По данному показателю мы также являемся в более лучших положениях по сравнению с Российской Федерацией, где этот показатель 56%, и в целом по республике, где показатель 58,1%. 23% населения города составляет лица моложе трудоспособного возраста, и 14,9% это население старше трудоспособного возраста. По Российской Федерации данный показатель 25,4%, по республике 17%. По итогам мониторинга городских округов и муниципальных районов республики за январь-сентябрь 2019 года городской округ город Якутск лидирующие позиции занимает по республике по следующим показателям. Отгрузка товаров общественного производства, работу, услуг, выполненных собственными силами.
третьем месте. Этот показатель составил 102 миллиарда рублей и является положительной динамикой на 1%. Объем выполненных строительных работ был по этому показателю на пятом месте в республике и составляет 11 миллиардов рублей. Общий объем розничной торговли по данному показателю мы на первом месте, 91 миллиард рублей. Здесь сохраняется положительная динамика 105,2%. По обороту общественного питания мы на первом месте, 10,3 миллиарда рублей. И также сохраняется положительная динамика 104,8%. По платным услугам город Якутск тоже занимает первое место, составляет 47,0 миллиона рублей. Среднесписочная численность работников городского округа города Якутск без субъектов малого предпринимательства 82 405 человек. Среднемесячная заработная плата за январь-август 2019 года составила 73 488 рублей, что ниже среднереспубликанского показателя на 1%. В среднем по республике показатель среднемесячной заработной платы 74 тысячи рублей. Здесь мы занимаем по республике 10-е место по этому показателю. Но это в основном из-за районного коэффициента. Выше на заработной плате в тех муниципалитетах, где у нас идет районный коэффициент выше. Численность работающих пенсионеров на 1 июля 2019 года по отношению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,2%. Среднемесячный размер пенсии составил 18 862 рубля, что составляет 141,1% от прожиточного минимума пенсионера. На слайдах видно, что этот показатель увеличивается. Если в 2016 году покупательная способность пенсии была 133 тысячи, то сейчас 133%, то сейчас 141%. По обороту розничной торговли, как я уже сказала, на первом месте показатели города Якутска. Значит, мы рассчитали нагрузку на социально-экономическую сферу города Якутска, которая у нас образуется от того, что на социальное учреждение у нас идет больше нагрузка. Количество учащихся школьников на 19-20 год у нас порядка 47 тысяч человек или 32% от всех учащихся по республике. По проектной мощности у нас учреждение имеет проектную мощность на 22 690 мест, то есть нагрузка у нас превышение на 24 541. Значит, по детским садам у нас 10 тысяч проектная мощность, 10 986, однако численность фактически посещающих детей 17 250 и нагрузка превышения на 6 354. Таким образом, потребность в общеобразовательных учреждениях до 2025 года у нас 38 школ, мы в год должны примерно строить, исходя из нашей потребности, по 6 школ. И, соответственно, по детским садам у нас потребность 69 детских садов надо построить, но это до 30 года. Я смотрю показатели, которые у нас идут по майским указам. И нам надо в среднем построить, чтобы была полная обеспеченность, 6 детских садов в год. Мы рассчитали социально-экономическую нагрузку на жилищно-коммунальное хозяйство. У нас есть нормативы, это 1,7 углов на одного человека в год. И обратным счетом рассчитали, сколько у нас население должно, фактически по количеству мусора в городе находится. И получилось превышение на 61,7 тысяч человек. То есть вот это все отражается нагрузку на город Якутск, на социально-экономическую инфраструктуру города Якутска. Также посчитали показатели пассажирооборота, амбулаторно-поликлинических посещений, учебных заведений. И у нас вышло, что на инфраструктуру нагрузка за минусом того населения, которое прописано в городе Якутске, 271 тысяча человек. То есть в итоге у нас выходит на социальную сферу нагрузка дополнительная почти в 2 раза, 335 тысяч в городе проживает, 270
71 тысяча человек нагрузка идет. И по мусору это 61 тысяча. Значит, по основным показателям по добыче угля у нас идет прирост до 6,5%, по производству полуфабрикатов мясных также идет рост 119,4%, молоко, кроме сырого, 173,7%, по сливкам идет снижение 62,5%, по сметане рост 105%, по продуктам кисломолочного производства 109,5%, кондитерские изделия 105%, ювелирные изделия 128,7%. В том числе вместе с тем идет снижение производства свинины 95,6%, мясо и субпродукты домашней птицы 66%, составляют колбасные изделия 90%, рыбы консервированные 93%, изделий хлебобулочных 90%. На основе складывающейся ситуации социально-экономического развития в городе Якутске у нас ежегодно формируется прогноз социально-экономического развития, который формируется исходя из сценарных условий Российской Федерации и сценарных условий Республики Саха-Якутия. Прогноз базируется на бюджетном кодексе Российской Федерации, на законе 172 Российской Федерации о стратегическом планировании, на законе республики также о стратегическом планировании и о распоряжении окружной администрации о разработке прогноза. Значит, прогноз у нас по республике утвержден 4 октября постановлением правительства 293. Наш прогноз города Якутска был со сроком 15 октября. Мы выполнили ровно в срок, и 15 октября было принято распоряжение окружной администрации города Якутска о принятии прогноза. Распоряжение висит на сайте, номер его 1593-Р. Прогноз у нас базируется на тех подходах, стратегических направлениях, которые приняты в целом по Российской Федерации. Это указ президента Российской Федерации 204 о национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года. Это указ главы Республики Саха-Якутия номер 145 о стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Значит, прогноз социально-экономического развития сформирован с учетом сценарных условий на период 2020-2024 годы, который разработан на основе сценарных условий и прогноза социально-экономического развития в целом по Российской Федерации, анализ текущей ситуации в секторах экономики, значит, и те изменения, которые у нас идут на крупных компаниях реализации инвестпроектов. Сценарные условия и основные макроэкономические параметры прогноза разработаны в двух вариантах в соответствии с методикой Минэкономразвития Российской Федерации. Данные сценарные условия являются исходными для оценки 2019 года, с учетом которых будут внесены изменения, и принят бюджет развития города. Значит, по базовому варианту характеризуются основные тенденции и параметры развития экономики в условиях реализации существующих внешних и внутренних факторов, сохранения основных тенденций, изменения эффективности использования ресурсов. И второй вариант – это умеренно оптимистический вариант прогноза. Значит, далее остановлюсь на базовом варианте прогноза, который является основным. Значит, здесь отмечается за прогнозируемый период ежегодный рост численности населения. На начало 2022 года он увеличится до 337 902 тысяч человек, то есть увеличится на 2377 человек по отношению с показателями января 2019 года. Дальше, прогнозируется рост среднесписочной численности работников, составит этот рост 3% и будет 118 881 человек. Значит, здесь у нас в основном будет за счет открытия новой сети учреждений. Значит, по оценке 2019 года
составили в городе Якутске 69 285 рублей. К 2022 году мы прогнозируем увеличение до 80 728 рублей. Значит, развитая инфраструктура роста потребительского рынка и изменение ситуации на рынке труда способствует устойчивой тенденции роста показателей розничного товарооборота, общественного питания, платных услуг населения. Розничный товарооборот увеличится на 25,6% на прогнозируемый период. Объем платных услуг увеличится на 40,2% и составит 87 миллиардов рублей. В городе Якутске прогнозируется низкий уровень безработицы по сравнению с другими муниципальными образованиями Республики Саха-Якутия. Тенденция эта сохранится и к 2022 году и составит 5,7%. Согласно указу президента страны 204 уровень безработицы в Республике Саха-Якутия к 2024 году должен снизиться до 6,7%. В настоящее время он составляет 7%. В связи с тем, что город Якутск является столичным, деловым, административным, научно-образовательным, социально-экономическим, финансовым, транспортно-логистическим центром Республики Саха-Якутия, это накладывает большие, нагрузку осуществляет на бюджет города Якутска. В связи с этим нам очень важно участие города в реализации национальных проектов, которые с 2019 года реализуются в целом по Российской Федерации. Это 12 национальных проектов. На слайде они показаны. Это демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы и международная кооперация и экспорт. Среди этих 12 национальных проектов муниципальные образования могут участвовать напрямую, получая бюджетное финансирование по 7 проектам. В 2019 году город Якутск участвует в 6 национальных проектах. В 2020 году мы планируем участие в 7 национальных проектах. Общая сумма 2019 года это 20,204 миллиона рублей. На 2020 год мы планируем, что сумма увеличится до 3 миллиардов 102,3 миллиона рублей. Прогноз социально-экономического развития города Якутска полностью синхронизирован с прогнозом социально-экономического развития республики. В основу его положена реализация стратегии развития города до 1932 года. На основе данного прогноза разработан проект бюджета городского округа города Якутск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Спасибо за внимание. Спасибо. Да, следующий докладчик у нас Ольга Николаевна Максимова с докладом о проекте бюджета городского округа Якутска на 2020 и плановый 2021 год. По регистрации у нас на сегодняшний час присутствует 144 человека. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. Проект бюджета городского округа города Якутск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов разработан с учетом реализации положений указа президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, а также среднесрочных задач и стратегических целей, определенных указом главы Республики Саха-Якутия Айслана Николаева от 27 октября 2018 года за номером 145 о стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2024 года. Основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2020-2022 годы определены обеспечение роста доходной базы местного бюджета за счет укрепления и развития доходного потенциала, в том числе за счет выявления резервов доходной части местного бюджета, повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет сокращения задолженности в местный бюджет.
повышение эффективности управления муниципальным имуществом, участие в реализации национальных проектов, проведение политики сдерживания роста бюджетных расходов при безусловном исполнении законодательно установленных публично-нормативных и иных социально значимых обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов и устойчивости бюджета за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств. Также реализация взвешенной долговой политики городского округа города Якутска с целью повышения ее эффективности и повышения прозрачности и открытости управления муниципальными финансами. При формировании проекта бюджета городского округа учтены основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития республики и города. Проект бюджета прошел все стадии согласования, в том числе в контрольно-счетной палате города Якутска, прокуратуре города Якутска. Проект в настоящее время проходит рассмотрение на заседании постоянных комиссий Якутской городской думы. В целом прогнозируемый объем дохода бюджета городского округа к первому чтению без учета безвозмездных поступлений составит в 2020 году 8 миллиардов 163 миллиона рублей с ростом на 47 миллионов рублей к плану 2019 года. В 2021 году 8 миллиардов 175 миллионов рублей с ростом на 12 миллионов рублей к прогнозу 2020 года. В 2022 году 8 миллиардов 545 миллионов рублей с ростом на 370 миллионов рублей к прогнозу 2021 года. Объемы по межбюджетным трансфертам из госбюджета будут учтены во втором чтении на основании данных, доведенных Министерством финансов Республики. Если рассматривать доходы в разрезе налоговых и неналоговых доходов, то на слайде представлен прогноз данных доходов в динамике, который показывает следующее. Налоговые доходы на 2020 год планируются в размере 7 миллиардов 732 миллионов рублей с увеличением на 25 миллионов рублей к плану 2019 года. Основную массу налоговых поступлений прогнозируется получить в виде налога на доходы физических лиц в сумме 5 миллиардов 23 миллиона рублей, который увеличивается на 258 миллионов рублей за счет прогнозируемого роста фонда оплаты труда в 2020 году на 5,7% в соответствии с прогнозом социально-экономического развития городского округа. Налогов на совокупный доход в сумме 2 миллиарда 320 миллионов рублей, который в сравнении с планом 2019 года снижается на 192 миллиона рублей, в основном за счет налога, который взимается с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в сумме 231 миллион рублей. В связи с продлением срока действия пониженной налоговой ставки по нему в размере 10% с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года, согласно закону Республики о налоговой политике в Республике Саха-Якутия. Налоговые доходы на 2021 год планируются в размере 7 миллиардов 753 миллиона рублей с незначительным увеличением на 21 миллион рублей к прогнозу 2020 года за счет отмены с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход в соответствии с федеральным законом 97 ВЗ. При этом поступление по основному доходному источнику налогу на доходы физических лиц планируется в размере 5 миллиардов 340 миллионов рублей с увеличением на 317 миллионов рублей, исходя из темпов роста оплаты труда на 6,7% к прогнозу 2020 года. Налоговые доходы на 2022 год планируются в размере 8 миллиардов 134 миллиона рублей с ростом на 381 миллион рублей к прогнозу 2021 года за счет налога на доходы физических лиц, которые планируются в сумме 5 миллиардов 617 миллионов рублей или с увеличением на 277 миллионов рублей, исходя из темпов роста оплаты труда на 5,5% к прогнозу 2021 года. И налогов на совокупный доход в сумме 2 миллиарда 99 миллионов рублей, который увеличивается на 91 миллион рублей за счет роста налоговой базы и налогоплательщиков. По другим видам налоговых доходов в планируемом периоде отмечается стабильная положительная динамика поступления в местный бюджет. Это акцизы на нефть и продукты в размере 14 миллионов рублей, налоги на имущество
на 2020 год в размере 276 миллионов рублей, в 2021 году 290 миллионов рублей и на 2022 год в сумме 302 миллиона рублей. Госпошлина в районе 88 миллионов рублей, налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в размере 13 миллионов рублей. Здесь необходимо отметить то, что прогноз по данному налогу составлен со снижением на 55 миллионов рублей к плану 2019 года с учетом изменения критериев отнесения организаций к крупнейшим налогоплательщикам, в частности, это ООО ТАСС «Уралнефтегаз-Добыча» в феврале 2019 года снят с учета межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам республики, которые находящиеся в городе Якутске, и поставлен на учет налоговый орган, находящийся в городе Ленске, а также уменьшение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых по АО «Сахатранснефтегаз» в связи с окончанием в 2019 году проекта строительства магистрального газопровода «Сила-Сибирь». Неналоговые доходы местного бюджета на 2020 год планируются в размере 431 миллиона рублей с ростом на 22 миллиона рублей к плану 2019 года. Основные доходы неналоговых поступлений занимают доходы от использования муниципального имущества в сумме 292 миллиона рублей с увеличением на 23 миллиона рублей за счет усиления работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю и доходам от установки и эксплуатации рекламных конструкций. Неналоговые доходы на 2021 год планируются в размере 422 миллиона рублей со снижением на 9 миллионов рублей к плану 2020 года. На 2022 год планируется в размере 411 миллионов рублей со снижением на 11 миллионов рублей к плану 2021 года. Общий объем расходов в 2020 году составит 8 миллиардов 571 миллион рублей с ростом на 50 миллионов рублей в уровне 2019 года. В 2021 году 8 миллиардов 175 миллионов рублей со снижением на 397 миллионов рублей. И в 2022 году 8 миллиардов 545 миллионов рублей с ростом на 370 миллионов рублей в уровне 2021 года. Дефицит местного бюджета на 2020 год прогнозируется в размере 5% от общего объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в размере 408 миллионов рублей. Цель снижения муниципального долга в рамках повышения эффективности системы его управления местный бюджет, начиная с 2021 года, предлагается формировать бездефицитно. Что касается прогноза программы муниципальных гарантий городского округа, то он сформирован на 2020 год в сумме 250 миллионов рублей, на 2021 год в сумме 150 миллионов рублей. На 2022 год представление гарантии не планируется. Объем муниципального долга городского округа в городе Якутск на 1 января 2021 года планируется в размере 3 миллиардов 954 миллионов рублей, или это 48,4% дохода местного бюджета без учета безвозмездных поступлений. На 1 января 2022 года планируется в сумме 3 миллиарда 798 миллионов рублей, или это 46,5%. На 1 января 2023 года 3 миллиарда 456 миллионов рублей, или это 40,4%. Таким образом, объем муниципального долга городского округа имеет тенденцию к снижению и не превышает установленные бюджетным кодексом Российской Федерации предельные его размеры. При формировании расходной части местного бюджета применены следующие подходы. Расходы на фонд оплаты труда с начислениями сформированы с учетом введенных в текущем году и планируемых в году 2020 году новой сети по социальной сфере. Объем бюджетных ассигнований на указанные цели составит 3 миллиарда 596 миллионов рублей, или это 42% от общего объема расходов. Учтено повышение заработной платы с 1 января 2019 года на 4% работников муниципальных учреждений и минимального размера оплаты труда, а также фонд оплаты труда прочего персонала детских дошкольных учреждений в сумме 357 миллионов рублей. Объем бюджетных ассигнований на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях определены в действующем в 2019 году ценах и тарифах с учетом проведения мероприятий по энергосбережению
Установленные социальные выплаты обеспечиваются в полном объеме и составят 42 миллиона рублей. В целях полного обеспечения социальных обязательств, оплата за содержание муниципального имущества и формирование проекта бюджета применен единый подход по сокращению расходов, уточненному плану на 2019 год. При этом снижаются расходы на командировочные расходы, повышение квалификации на 50%, на приобретение основных средств и мягкого инвентаря на 80%, прочие мероприятия сокращены на 20%. Расходы на капитальный и текущий ремонт административных зданий сокращаются полностью. В полном объеме предусмотрены принятые обязательства по реализации проекта государственно-частного партнерства, содержание новых объектов планируемых в году в 2020 году и оплата налога на имущество. По бюджетным и автономным учреждениям отраслей образования и культуры в соответствии с решением комиссии по бюджетным проектировкам произведено сокращение субсидий на выполнение муниципальных за счет планомерного увеличения поступления доходов от оказания платных услуг учреждениям. В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы по социальной сфере, это по образованию, культуре, спорту, социальной политике – 59%. В целом по отрасли образования увеличение составит 291 миллион рублей. В проекте бюджета на 2020 год расходы запланированы на уровне 4 миллиардов 55 миллионов рублей. Увеличение расходов связано с вводом в текущем году новых объектов, принятыми обязательствами по оплате за аренду зданий, введенных в рамках реализации тысячи, повышением заработной платы работников, а также, повторюсь, что учтены расходы по оплате труда прочего персонала детских и дошкольных учреждений. В связи с планируемым проведением детального анализа фактического замещения штатных единиц по прочему обслуживающему персоналу образовательных учреждений, с подготовкой предложений по централизации, оптимизации, расходы на оплату труда в сумме 121 миллион рублей предусмотрены зарезервированные источники. По отрасли культура в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 853 миллиона рублей или со снижением на 172 миллиона рублей, из них по строительству объектов культуры 166 миллионов рублей и разовыми расходами по вводу новых объектов в 2019 году на сумму 6 миллионов рублей. По сфере социальной политики расходы на 2020 год составят 129 миллионов рублей, снижение в размере 91 миллиона обусловлено сокращением в 2020 году расходов на предоставление субсидий работникам бюджетной сферы для приобретения жилья в связи с приостановлением реализации мероприятий обеспечения жильем работников бюджетной сферы города Якутска. Жилищно-коммунальное хозяйство занимает 12%, национальная экономика 11% от общего объема расходов. По отрасли жилищно-коммунальное хозяйство в проекте бюджета на 2020 год предусмотрено 1 миллиард 21 миллион рублей, то есть рост по сравнению с утвержденным планом на 2019 год составил 55 миллионов рублей. Расходы на содержание дорог, объектов наружного освещения, благоустройства и озеленения территории города Якутска и пригородов предусмотрено на уровне уточненного плана расходов на 2019 год. В 2020 году по муниципальной программе социальной поддержки и содействия занятости населения города Якутска приняты новые расходные обязательства по организации бесплатного проезда учащихся 5-11 классов из числа малоимущих семей в общественном транспорте на территории городского округа города Якутск в сумме 35 миллионов рублей. В целом программная часть бюджета сформирована на основе 15 муниципальных программ и 4 ведомственных программ, так же, как и в текущем году, и составила на 2020 год составит 2,6 миллиардов 985 миллионов рублей, что составляет 81% по общему объему расходов, и программные расходы составят почти 1,5 миллиарда рублей, или это 19%. С учетом резервированных источников в сумме 512 миллионов рублей, которые в течение финансового года будут перераспределены по соответствующим муниципальным программам, объем программных расходов в 2020 году составит 7 миллиардов 497 миллионов рублей, или это составит 87%. Увеличение непрограммных расходов обусловлено резервированием в 2020 году в объеме 512 миллионов рублей. В том числе это на строительство и ремонт дорог, на расходы по оплате труда
объектов по отрасли образования, ввод новых объектов по отрасли культура и на реализацию мероприятий по повышению квотных органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Уважаемые участники публичных слушаний, бюджет города Якутска, как и в предыдущие годы, сохраняет социальную направленность. Первоочередными задачами окружной администрации города Якутска в 2020 году и в следующие годы планового периода являются развитие доходного потенциала и повышение уровня собираемости доходов, повышение эффективного расходования бюджетных средств за счет проведения мероприятий по передаче отдельных расходов бюджетных и автономных учреждений на аутсорсинг, продолжение процесса централизации бюджетного учета, расходов на обслуживание программного обеспечения и систем закупок товаров, работ, услуг по развитию внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений. Минимизация в плановом периоде размера дефицита бюджета с целью сокращения муниципального долга и расходов на его обслуживание. С безусловным исполнением принятых долговых обязательств в полном объеме и установленные сроки. Продолжится сдерживание запрета на создание новых учреждений и увеличение численности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Нам предстоит провести мероприятия, направленные на сокращение неэффективных расходов, инвентаризацию расходов на содержание учреждений социальной сферы, не допускать образования кредиторской задолженности по заработной плате и начислению. Благодарю за внимание. Теперь слово предоставляется эксперту нашему. Первый эксперт, это Владимир Зверев. Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний. Проект решения Якутской городской думы о бюджете городского округа города Якутска на 2019 год и плановый период 21-22 года в целом соответствует законодательству, регулирующему бюджетный процесс. Проект бюджета содержит все необходимые характеристики и показатели, которые регламентируются бюджетным кодексом Российской Федерации. А одной из основных задач городской агломерации является обеспечение эффективного функционирования организации в области образования на территории города. В связи с этим расходы на область образования составляют 47,3% от общего объема расходов городской бюджета, почти половина. При этом по сравнению с утвержденным планом 2019 года доля данных расходов в сумме расходов бюджета выросла почти на 8%, а абсолютное увеличение составляет 299 миллионов рублей. При этом период, если анализировать период с 18 по 19 год и с выходом на 20 год, значительное уменьшение доли расходов наблюдается по направлению общегосударственного вопроса на 4,6%. Мы считаем, что это приличное снижение, и это снижение может быть связано с некоторой оптимизацией системы муниципального управления. При этом в области образования доля расходов за данный период, начиная с 2018 года, выросла на 10%, на 10,4%. Это наибольшее изменение, которое зафиксировано в структуре бюджета с 2018 года за период. Необходимо отметить, что один из основных приоритетов в сфере образования в условиях современного города является обеспечение безопасности проживания детей в коммунитарной среде. Мы и в прошлые года это отмечали, что учитывая обстоятельства роста городской агломерации и роста численности населения, нагрузка увеличивается, потому что на социальную инфраструктуру, на транспортную инфраструктуру. И в связи с этим вопросы безопасности мы ставили приоритет. При проектировании муниципальных программ и программной части городского бюджета в современных условиях целесообразно учитывать
следующие значимые для городского бюджета факторы роста городской агломерации. Во-первых, как было отмечено уже, растет численность населения. И этот рост численности населения, он обуславливает положительные тенденции в жилищном строительстве. Появляются новые кварталы, микрорайоны, все это обуславливает прирост социальной и транспортной инфраструктуры в экономике города, рост общей протяженности улиц, проездов, набережных, внутриквартальных дорог и тому подобное. Это значит, что возрастает потребность в устройстве дорожной инфраструктуры в городе, строительстве пешеходных переходов, установки ограждений, светофорных объектов и искусственного освещения. Если смотреть муниципальную статистику, то, например, общее протяжение освещенных частей улиц проектов набережных, начиная с 2012 года, с периода 2012 года растет, показывает существенно положительную динамику. То есть есть тенденции к росту. Это может свидетельствовать о том, что транспортная инфраструктура развивается, в том числе за счет роста городской агломерации, организации и так далее. В том числе за счет прироста населения, в том числе за счет положительных темпов жилищного строительства. В последние годы наблюдается стабилизация темпов индивидуального жилищного строительства. В связи с этим возникает необходимость устройства транспортной инфраструктуры, в том числе кварталов индивидуальной застройки, в том числе на территории бывших дачных кооперативов, где разрешено индивидуальное жилищное строительство. Также следует учитывать, что географическое положение города определило его роль как перекресток транспортных магистралей, пересекаются три федеральные дороги, обеспечивающие решение задач завода грузов в различных направлениях республики. Значительные объемы грузопотоков проходят через городскую уличную сеть, что значительно увеличивает нагрузку на дороги, вызывая в том числе преждевременный износ дорог. Надо сказать, что существенный износ наблюдается дорог общего пользования местного значения. Отсутствует в некоторых местах дорожная разметка, повреждена дорожная одежда и тому подобное. Эти обстоятельства не уменьшают количество ДТП, которые происходят в связи с неудовлетворением дорожных условий. Но это вопрос о безопасности, о которой, в общем, в современных условиях необходимо думать и учитывать это при прогнозировании социально-экономического развития и прогнозировании расходов бюджета. При этом основные направления бюджетной политики согласованы с основными целями и задачами стратегии социально-экономического развития городского округа, с основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации, Республики Якутия. Бюджетная и налоговая политика городского округа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета. Надо сказать, что бюджетные расходы городского округа направлены прежде всего на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере. Доля совокупных расходов по отраслям, непосредственно влияющим на развитие социума, составляет почти 60%. Это такие направления, как образование, культура, социальная политика, физическая культура, средства массовой информации. При этом доля этих расходов по сравнению с 2018 годом увеличилась на 11,8%. Спасибо за внимание. Спасибо. Это Владимир. Следующее слово для доклада представляет секретарь заместитель министра финансов Надежда Никитина. Уважаемый Максим Михайлович, уважаемые участники публичных слушаний, Министерством финансов выдано экспертное заключение о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, внесенного представительного органа местного самоуправления проекта бюджета городского округа города Плотск на
на 2020 год и на главный бюджет 2021 и 2022 год. В целом, проект решения Якутской городской думы о бюджете городского округа соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. Объем доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений, полученных от других бюджетов бюджетной системы на 2020 год, составит 8 миллиардов 163,5 миллионов рублей. Расходы составят 8 миллиардов 571,7 миллионов рублей. Дефицит бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 408,2 миллиона рублей и составляет 5% от объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений или налоговых поступлений по дополнительным нормативам отчислений, что соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На 2021 и на 2022 период, плановый период, бюджет городского округа запланирован бездефицитным. Мы предлагаем обратить внимание на источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год. Здесь запланировано привлечение кредитов от кредитных организаций. Соответственно, прогнозируется рост муниципального долга. Установленные проектом решения определения объема муниципального долга на 2020, на 2021 и на 2022 годы соответствуют ограничениям, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации, это статья 107. Долговая нагрузка на бюджет городского округа или соотношение объема муниципального долга к собственным доходам бюджета на 2020 год составит 48,4%. На 2021 год составит 46,4%. На 2022 год это 40,4%, что соответствует ограничениям, установленным бюджетным кодексом. В соответствии с статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные кредиты юридическим лицам могут предоставляться только за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. В связи с чем приложения проекта бюджета номер 28 и номер 29 проекта решения источники финансирования дефицита местного бюджета городского округа города Якутск необходимо исключить пункты возврата бюджетных кредитов, предоставляемых юридическим лицам из местного бюджета. В соответствии с изложенным в этих приложениях необходимо пересчитать сумму изменения ставок средств на счетах по учету средств бюджета и иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета. Кроме этого, отмечаем, что с 1 января 2020 года вступает в силу пункт 1 статьи 107.1 Бюджетного кодекса. Министерством финансов Республики проведена предварительная оценка долговой устойчивости городского округа на 2020 и на 2022 годы. По результатам оценки город Якутск относится к группе со средним уровнем долговой устойчивости. На муниципальное образование, отнесенной к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будет налагаться обязанность согласования с Министерством финансов Республики программ муниципальных заимствований и гарантий, предоставления проекта основных направлений долговой политики и соблюдения ограничений по формированию расходов местного бюджета, а также не допускается осуществлять муниципальные заимствования, предоставлять муниципальные гарантии по объемам, приводящих к увеличению значения показателей долговой устойчивости муниципального образования, предусмотрено пунктом 5 статьи 107.1 Бюджетного кодекса, до уровней, позволяющих отнести муниципальное образование к группе заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. Этот пункт вступает с 1 января 2020 года. При формировании расходной части отмечаем, что следует предусмотреть в полном объеме первоочередные и обязательные расходы, рекомендованные в основных направлениях долговой и бюджетной политики Республики Саха-Якутия. Мы знаем, что при исполнении бюджета 2019 года в местном бюджете городского округа были проблемы по первоочередным и обязательным расходам
местного бюджета. За счет средств местного бюджета в проекте решения бюджета на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда 3 миллиарда 595,7 миллионов рублей, что составляет 42% от расходов местного бюджета. При этом, учитывая ежегодный рост заработной платы, считаем, что стоит вопрос по упорядке штатной численности работников муниципальных учреждений. И в связи с этим рекомендуем городскому округу города Иркутск в рамках реализации плана действий по упорядоченности муниципальных учреждений и организационно-штатной структуры бюджетной сферы принять решение по реализации мероприятий, которые установлены соглашением, подписанным главой городского округа и правительством Республики Саха-Якутия. Также провести инвентаризацию расходных обязательств на соответствие федеральному и республиканскому законодательству. И здесь надо отметить, что надо провести инвентаризацию на соответствие статьи 16 131 федерального закона. В целом проект соответствует бюджетному законодательству и просим при доработке учесть наши замечания. Спасибо. Спасибо, Мария. Следующее слово для доклада предоставляется эксперту, заместителю главного редактора исключения Виталия Владимировича. Добрый вечер, уважаемые участники публичных слушаний. Я профессиональный информированный экономист по экономическим показателям, проект бюджета смотрю с точки зрения его соответствия бюджетному кодексу и методическим рекомендациям Минфина, несколько других позиций. Это строительная динамика была стала, и позиция горожан хватает на решение первоочередных, как мне кажется, задач. Тут перед тем, как непосредственно перейти к своему выступлению, хочу обратить внимание, что при подготовке экспертного заключения произошел небольшой рассинхрон. Вот здесь представлены данные со ссылками, выступающие представляют данные со ссылками на последнее заседание Иркутской городской думы, где были уточнены параметры бюджета, а нам, к сожалению, предоставили для подготовки пояснительную записку, справку по бюджету, где были цифры прогноза 2019 года, для вы, может быть, легкий рассинхрон в цифрах, и хочу этот момент позвонить заранее. И я, честно говоря, не знаю, с какой справкой будет поступить проект бюджета в Иркутскую городскую думу депутатам, но на тот случай, если он поступит со справкой видимо, под этому департаменту экономики, хочу обратить внимание, что когда мы там будем считать справки по бюджету по рост доходов, то это в некоторой степени манипуляция. Да? Справки говорят о том, что налоговый доход бюджета городского округа Иркутска на 2020 год планируется в размере 7 миллиардов 732 миллиона 643 тысячи рублей, сроком 0,3%, или 25 миллионов к плану 2019 года. Но план пересматривался трижды, цифра налоговых и налоговых доходов города изменилась, и действующая, принятая на последнем заседании городской думы, якутская цифра 8 миллиардов, по доходу города 8 миллиардов 115 миллионов 829 тысяч рублей, она отличается. То есть по факту мы говорим не о росте, а о снижении прогнозируемых собственных доходов города Якутска на 328 миллионов рублей. Я прошу депутатов городской думы обратить внимание на этот момент и задать соответствующие вопросы. Почему это важно момент? Потому что налогооблагаемая база города Якутска по-прежнему невелика, и столица остается городом бюджетников и синих воротничков и студентов. Как следствие, главный источник поступления налогов в казну города Якутска, собственных налогов, это НДФЛ, технология дохода физических лиц. Он составляет более 5 миллиардов рублей. То есть 65% всех налогов поступлений в бюджет города Якутска, собственных, это удержание заработной платы доходов граждан. На втором месте находится налог на совокупный доход. Это 2,3 миллиарда рублей, примерно 30%. Налоги на совокупный доход, включают в себя в первую очередь налоги от малого и среднего предпринимательства, также от сельхозпроизводителей. Но по сути город у нас 95% всех собственных доходов это НДФЛ
заседании Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска, участием собственного главы города Сардана Владимира Алексеевой, где будет как раз обсуждаться материя взаимодействия между бизнес-сообществом столицы и структурами муниципалитета. Я почему это акцентирую внимание? Потому что у нас очень много говорится о поддержке предпринимательства, о создании благоприятного экономического климата, но слова не всегда совпадают с реальностью. И по факту, что мы имеем, да, правительственный бюджет на 2020 год? ЕНВД прогнозируется к снижению на 2,4%. Упрощенная схема налогообложения к снижению 8,9%. Даже по патенту, самый простой, самый удобный форма налогообложения, снижение примерно на 1%. У нас просто вымирает тут реальный бизнес, который платит налоги. И что мы делаем для исправления такой ситуации? Смотрите проект бюджета на 2020 год. Муниципальная программа поддержки предпринимательства полностью аннулирована. Ну, почти полностью. Было более 90 миллионов рублей, 95,660 тысяч, да? Стало 3 миллиона 733 тысячи рублей. То есть в 30 раз такие программы поддержки предпринимателей, при том, что на этих самых предпринимателей приходится 30% собственных доходов города Якутска. И так получается, что у нас глава города Сардана Владимира называют предпринимателей правительствами, а муниципальная программа поддержки предпринимательства в Якутске, где заключено до 40% всего малого и среднего предпринимательства, фактически обнуляется. Поэтому, остается, конечно, надеяться, что предприниматели сумеют получить доступ к мероприятиям государственной поддержки, которые осуществляются на уровне республики, но это, мне кажется, очень странное решение. Чтобы было понятнее, насколько имеет вклад бизнеса в собственные доходы года, это приведу пример. Опять же, связано с бюджетом. Все акционерные общества, в которых у города есть доля собственности, в совокупности планируют выплатить в следующем году в бюджет города Якутска дивидендов на сумму 4,6 миллиона рублей. То есть в размере стоимости средней квартиры 5%. И это включает водоканал. Включаем водоканал, который сейчас у города 5%, и который город еще 5% покупает дополнительные пакетации на сумму 50 в 2020 и 150 в 2021 году. То есть выгода города приобретения вот этого пакета акций, она настолько абсолютно непонятная, бессмысленная, что даже правнуки здесь сидящих не дождутся, пока эта сделка отобьется и выйдет городу в плюс. Теперь, что касается расходной части бюджета. Несколько отрадно, что мы продолжаем прожимать парадные траты, например, командировочные расходы, также всевозможные выезды специалистов для получения опыта и так далее, сокращены на 50%, закупка основных средств и мягкой мебели сокращены на 80%, некие прочие мероприятия, если я правильно понял, то прием на 20%. Кроме того, мы намеренно заморозим на 2017 год ремонт всех административных зданий, капитальный ремонт. Основные средства года расписаны по 15 муниципальным программам, и ознакомившись с проектом бюджета, мы наблюдаем сокращение их почти на 600 миллионов рублей, если сравнивать с 2019 годом. 585,8 миллионов, если быть точнее. Сразу говорю, что можно эти примеры обратного увеличения, например, ассигнования в отдельных программах, но есть программы, где сокращения вызывают лично у меня определенное недоумение, и присутствующие здесь депутаты Городской Думы, я бы это рекомендовал обратить внимание на эти программы и при слушании, когда бюджет будет рассматриваться в первом чтении, обязательно уточнить у представителей муниципалитета, почему это происходит и как это будет компенсировано. Да? Про фактическую ликвидацию программы поддержки малого и среднего предпринимательства я уже сказал. При том, что у нас идет снижение налога за свободный доход, тем не менее мы еще берем за программы поддержки предпринимателей. Программы, которые подверглись наибольшему урезанию, это культура городского города Якутска на 2017-2022 год, на 2020 год она урезание составит порядка 72 миллионов рублей. И эту экономику планируется получить преимущественно за счет сокращения расходов на организацию культурно-массовой работы клубных формирований. В первую очередь, конечно, наверное, по периоду. Да? Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского города Якутска. Программа средств почти в 2 раза сокращение составит примерно 255 миллионов рублей.
И это преимущественно за счет программы развития общей дороги сети города Иркутска. Честно говоря, это странно, поскольку входит в противоречие с планами по участию в проекте безопасной качественной автомобильной дороги. Но здесь, наверное, там будут разъяснения представителей администрации. Возможно, часть этого будет замещена передышками из дорожного фонда. Я знаю, что там есть какие-то переговоры на этот счет, но сокращение программы дорожного строительства в 2 раза, честно говоря, вызывает вопросы. Комплекс развития системы коммунальной инфраструктуры города Иркутска. Сокращение почти на 34 миллиона рублей. И за счет чего? За счет того, что можно просто снимать в полном объеме финансирование программы развития системы электроснабжения. Какие пояснения этому нет. Развитие находится в округе города Иркутск. Урезано почти половину на 39,7 миллионов рублей. Основное сокращение идет по программе создания общих условий функционирования сельского хозяйства. У нас столько насильства проходится, но теперь берем и сокращаем. И вот самое интересное, это, конечно, обеспечение жильем населения города Иркутска, города Иркутск. Программа урезана практически на 70%, с 230 миллионов рублей, как мы ждали в начале 2019 года, до всего 64 миллионов рублей в 2020 году. Это вызывает определенные недоумения, по крайней мере у меня. Ведь нельзя пытаться все жилищное строительство города свести к федеральной программе по сносу ветхого и аварийного жилья. Город все-таки должен заниматься собственным строительством жилья, и в конечном итоге не все аварийное жилье вошло в федеральную программу, а именно этот раздел по строительству собственного жилья для переселения аварийщиков обнулен. То есть считаю, что до принятия бюджета депутатам города стоит обратить особое внимание на этот момент и получить от администрации самые исчерпывающие объяснения, чтобы завтра не оказалось, что наши горожане вынуждены жить в сарае, потому что их дом своевременно не попал в федеральный список, а у города своих средств на эти цели просто не предусмотрено, что обдумать. Все, я заканчиваю, да. Ну, решенные истории поступления продукта любви, это очень положительный момент, он, например, видно восстановление финансирования управы программ, в бюджете текущего года, бюджете текущего года 2012 бюджет ГО принимали дисконт 10-15%, сейчас можно увеличивать, наблюдать увеличение в 15%, то там касается пригородов, причем у некоторых пригородов, как Башкир, почти 30% больше, у других, как половина финансов, всего на 6, надеюсь, депутаты соответствующие не будут это все понимать, и разберутся. Ну, по факту было финансирование остановлено. И еще, то, что мы, человек, получивший медиа, многие города часто меняют в пиаре, обращаю внимание, что расходы на средства массовой информации, расходы на печати уверенно снижаются. Если в 2018 году город расходовал на содержание СМИ собственных медиа 36,4 миллиона рублей, то сегодня в проекте бюджета стоит цифра 27,4 миллиона рублей, в текущем году она составила 27,5 миллионов рублей, то есть в целом снижение за один год работы нового мэра уже составило 9 миллионов рублей, в текущем году и в следующем году составит 9 миллионов рублей, я считаю, это правильно. Одной администрации должна администрировать в первую очередь ее дела. Спасибо. Спасибо. Следующего представляется эксперту доцент финансового института Северо-Восточного университета. Добрый вечер, участники публичного слушания. В республике, в городе идет сложный бюджетный процесс. Бюджет, республиканский бюджет и на сокращение, доходная часть, гигантская, если производить. Это все проектируется, городской муниципальный бюджет. Вот здесь что обратно, то доходная часть все-таки у нас фиксируем вопрос, да, там, 15 году, а 20-го, 21-го, планово 22 году. И расходная часть у нас 19 муниципальных программ работает, которые занимает в 2020 году 81%, с половиной доли, да, прошлого. И в 2022 году у нас 78,2% расходов бюджета программы. Здесь у нас что увеличивается доля непрограммных расходов, а непрограммные расходы это у нас общее государственный вопрос, доля увеличивается, а государственный вопрос это содержание нашего аппарата
администрации, административные расходы, городская дума, да, вот эта доля у нас увеличивается. Тенденцию, ну, необратная, да? И по доходной части вот у нас говорили, ну, предлагаемая база по НДФЛ, допустим, по городу 14 миллиардов рублей. Город Якутск из них получает, город Якутск составляет примерно 16 миллиардов. Да? Город Якутск из них получает 40%. Да? Вот в моей памяти, много раз я участвую, было, когда город получал 50%. Было такое, произошел обратный процесс, когда детские сады были переданы республике, когда 10% ушло из республики. Вот 10% дошкольники не вернулись, а 10% не вернулись. Да? Это было изменение, но возможно в этой части проработать законодательный. Когда вот качественный ремонт собственных доходов был, да, муниципалитета, дефицит 5%, как в прошлом году у нас в этом году дефицит заложен, и вот что тоже вот положительно я считаю, что идет сокращение в 2021-2022 году принципиально муниципального долга. Так, и муниципальный долг у нас сейчас банковские кредиты, они вещь дорогая. Так, и когда если избавляемся от муниципального долга, то мы оплаты процентов, да, они заложены тоже в части государственных вопросов. То есть банковские кредиты мы уходим. Это у нас 21-22 год. У меня особо я писал, спасибо. Волжанский бюджет находится у нас в регионе. Хорошо, спасибо. Так, Андрей Викторович Лебедев просился, сразу слово предоставляем заведующему сектором экономического прогнозирования, стратегического планирования стратегических исследований Юрия Анатольевича Филиппова. Уважаемые члены общественных слушаний, ну, в общем-то, основные замечания экспертов уже прозвучали по отношению бюджета города Якутска. Ну, чтобы я хотела добавить, оценка стратегических исследований, ну, вот второй год подряд у нас уже третий год подряд ведется анализ численности заработной платы работников муниципальных учреждений, государственных учреждений, и, в общем-то, который год мы уже говорим о мерах, которые должны быть в органах местного самоуправления приняты. И в частности, по городу Якутску, в октябре этого года было принято распоряжение правительства Республики 1355, которое утвердило методические рекомендации по формированию структуры государственных учреждений и органа местного самоуправления. Рекомендуется также придерживаться. Там есть достаточно четкие рекомендации и критерии по созданию учреждений, финансированных из бюджета и численности, внутренней структуры и соотношения АОПа к основному персоналу. Ну вот до сегодняшнего дня, я так понимаю, уже были даны рекомендации оценки стратегических исследований, что, например, что у вас есть до сих пор остаются несоответствия действующих докладов отдельных квалификационных групп. Если у вас, несмотря на наличие централизованных бухгалтерий, например, в сфере образования, да, все равно в учреждениях образования сохраняется более 60 штатных единиц работников финансовых служб, помимо главных бухгалтеров, что, в общем-то, должно быть как-то устранено. Вот, есть у города Якутского учреждения, где штатная численность составляет 9-10 человек, и сейчас у нас в бюджетной сфере ведется работа по укреплению государственных учреждений с целью оптимизации дополнительной зарплаты.
понимаем, что есть определенная категория персонала, которая может быть как оптимизирована, так и переведена, допустим, на аутсорсинг. Либо она может быть централизована, потому что в частности по бухгалтерам данная работа, скорее всего, будет продолжена. И, возможно, по некоторым другим должностям. Это будет только по результатам уже инвентаризации. По поводу поддержки предпринимательства ситуация нас тоже не совсем устраивает, поэтому соответствующее обращение мы направили и правительство республики Саха-Якутия. Суть его в следующем. Дело в следующем. Дело в том, что упрощенная система налогообложения, в своем докладе Николаевна отразила в этот момент, налоговая ставка с 15% снизилась до 10%. И в связи с этим у нас возникает около 60 миллионов выпадающих доходов по 19 миллионов. Так как бюджет у нас закрытый, то в 2020-2021, соответственно, примерно такая же сумма у нас из доходов минусуется. При этом расходы сохраняются. И эта льгота, по сути, эта льгота, она будет действовать в отношении порядка 6,5 тысяч предпринимателей. Они одномоментно это получат, но при этом снижается в основном налоговые доходы только по Якутске, потому что вы сами видели 37% трудоспособного населения в городе Якутске и значительная часть предпринимателей непосредственно в городе Якутске. Собственно, поэтому мы социально-экономические показатели занимаем первое место по обороту розничной торговли, по обороту услуг и по обороту общественного питания. Но вместе с тем мы готовы рассматривать увеличение этой статьи в случае соответствующей компенсации, что вот этих выпадающих доходов со стороны правительства. Работа в этом направлении ведется, сейчас на уровне переписки. В принципе, понимание этого вопроса имеется, речь идет только о сумме. Сумма со стороны налоговой инспекции уточняется, поэтому я думаю, после уточнения этой суммы определенное решение будет принято. То, о чем говорил эксперт Лилин, речь идет о фонде развития поддержки предпринимательства. Дело в том, что в последние 2 года мы выделяли непосредственно средства капитала не менее 80 миллионов рублей. И сейчас нам накопилось определенная сумма капитализированность. И в 2020 году мы предполагаем и планируем, что поддержка предпринимателей будет осуществлена на уровне 50 миллионов. Это за счет средств возвратных уже средств кредита, которые фонд имеет. Поэтому как такового снижения, резкого снижения поддержки предпринимателей не произойдет. С учетом того, что примерно около 12-20 предпринимателей получают ежегодно поддержку, это не такой значительный ущерб. Да? В сравнении с тем, что в год получит 6,5 тысяч предпринимателей. Поэтому здесь вот надо понимать эти цифры. По дорогам работа также ведется. Часть средств у нас предусмотрена в резервированном источнике, около 270 миллионов. Поэтому, собственно, программа расходов у нас увеличена относительно 2018 года. По отрасли культуры в целом по отрасли культуры идет снижение. То есть увеличение на 8 миллионов рублей. Снижение идет только за счет того, что 126 миллионов в 2019 году было предусмотрено на строительство, на завершение строительства таких объектов Кедр в Табаге и клуб Ритм. Они завершены, именно эксплуатацию успешно будут эксплуатироваться. По поводу ЖКХ снижения электроснабжения связано это с тем, что с точки зрения действующего законодательства, правила технологичного присоединения, ресурсоснабжающая организация обязана подключать заявителей за 550 рублей, если мощность не превышает 15 кВт. Собственно, поэтому мы эту сумму исключили. Нет смысла тратить бюджетные деньги, когда можно, в соответствии с основным правительством, предложить людям подключиться самостоятельно и за 550 рублей незначительные деньги для конкретного человека, значительные для бюджета. По поводу сельского хозяйства мы также провели оптимизацию. Дело в том, что в 2020 году в планах УСХ было приобретение молокозавода, молочного комбината и убойного цеха. В связи с тем, что на территории города Якутска действует целый комбинат молочный, главный завод, мы предложили пока эта идея
следующем мы будем также предусматривать средства, в том числе и на работу прочих отраслей бюджетной сферы, в частности, детских и дошкольных учреждений. И вообще в целом на зарплату мы проводим увеличение около 600 миллионов рублей на 2020 год. В связи с этим, конечно, сумма в размере около 50-80 миллионов была выделялась ежегодно для субсидирования приобретения жилья в бюджетной сфере. Эта сумма пока сокращена. Так, по поводу налогооблагаемой базы НДФЛ 16 миллиардов, да, порядка такой цифры действительно на территории города Якутска собирается. И, конечно, показатель 50% он нас устраивает. На 10% просто это даст, конечно, серьезный толчок в обеспечении налоговых доходов. Но вместе с тем я хотел бы привести вот такой пример, что на территории Дальнего Востока, на территории Дальневосточного федерального округа, самый наибольший процент отчислений, вот именно по подоходному налогу, это город Якутск. Все остальные города дальневосточных, такие как Бурятия, сейчас Биробиджан, Петропавловском участке, Магадан, Владивосток, Южно-Сахалинск и Хабаровск. И много там гораздо меньше. Буквально в разы. Так, сейчас слово мы можем предоставить выступающему и записавшимся. Так, записавшихся нет. Мы можем тогда с места подойти к микрофону, но все равно желаем записаться и выступать. Пожалуйста. Представьтесь. Добрый вечер, уважаемые участники. Будет слушаний заместитель начальника муниципального управления МВД России Якутска Иосиф. У нас, в принципе, руководство управления и также министр руководства будете закрыть пути. Уже второй год обеспокоены вопросом снижения финансирования программы профилактики правонарушений. Сейчас вот как бы озвучу определенные цифры, да? В 2016 году у нас на данную программу было заложено 39,5 миллионов рублей. Из них на ТК «Безопасный город» 23 миллиона рублей, обеспечение программное обеспечение 6,5 миллионов рублей. В 2017 году 24,6 миллионов рублей, 6,9 это введение нового этапа безопасного города, техобслуживание 8 миллионов. В 2018 году 25 миллионов, техобслуживание 9, 8 миллионов развития ПК «Безопасный город». В 2019 году у нас финансирование было связано порядка 8 миллионов рублей. Изначально сумма у нас была заложена 18 650 тысяч рублей. Да? Потом, благодаря всей проведенной работе в течение года, мы упрашивали, так скажем, Евгений Николаевич встречался с мэром неоднократно по этому вопросу. Дополнительно добавили 5600 на реализацию этой программы до введения 12 этапа, хотя именно на эту программу сумма была изначально заложена 0 рублей, только было техобслуживание. Сейчас ситуация по тем данным, которыми мы владеем, да, муниципальная программа еще на 1 миллион снижена, то есть она была 18,6 миллионов рублей, сейчас она уже у нас 17,5 еще на миллион, хотя там по таблице все округлено, конечно, 18 стоит. Дело в том, что как мы считаем, что преждевременно еще снижать эту программу финансирования, потому что в настоящее время у нас в этом году у нас из анализа следует, что преступность 18,2% по 10 месяцам имеет рост, несмотря на рост раскрываемых общий 62%, да, с прошлым годом прирост. Ну, согласно оперативной установке анализа, у нас порядка 70 камер дополнительно требуется еще поставить. Да, как бы со слов Светланы Владимировны, почему происходит снижение, потому что это все планируется в дальнейшем в рамках умного города, но при этом у нас в настоящее время, насколько мы знаем, никакого финансирования конкретно по умному городу у нас не предусмотрено ни республиканского, ни местного. Мы со своей стороны просто хотели бы еще раз обратить внимание вот на примере тех сумм, которые заложены в этом году, да? Обрезано на 2 миллиона рублей у нас по программе безопасности дорожного движения. В прошлом году было 334 тысячи рублей, 6 миллионов. В этом
4 миллиона 300, на 2 миллиона снижена сумма, да? И также ДНД, несмотря на то, что и глава республики указывала на положительность использования ДНД в городе Якутске, в частности, да, что плоды хорошие, есть результаты работы, в том числе, и раскрываемость также указывает. Но при этом с 1,4 миллиона рублей в этом году, на следующий год у нас заложено только 200 тысяч. Сумма вообще мизерная, незначительная. На эту сумму я сомневаюсь, что мы кого-то здесь привлечем должным образом для охраны общественного порядка. И также, несмотря на то, что, хотя заложено в этом году уже сумма, в прошлом году изначально не было заложено, а в этом году 4 520 заложено, 4 миллиона 520 тысяч рублей заложено на внедрение современных технических средств. Да? В принципе, наше пожелание, чтобы увеличили эту сумму до прошлого года до 8 миллионов, до прошлых лет, скажем, не скажу до прошлого года, до 8 миллионов рублей наше предложение увеличить конкретно внедрение современных технических средств, пока мы до нового города дождемся. ДНД увеличить 3 миллиона 400, то есть на 1 200 000. И безопасность дорожного движения. У нас, в принципе, тоже еще очень много вопросов по безопасности дорожного движения. Приобретательно почти на 30% я тоже думаю, что преждевременно. Наше пожелание. Спасибо. Хорошо. Спасибо за выступление. Но я не понимаю, что на пару минут, поэтому укладываться в регламент. Ваши замечания мы запишем, и в ходе работы бюджета будут рассмотрены. Но в целом я хотел бы прокомментировать следующее, что в 2019 году по статье профилактики правонарушений было 18,6 миллионов рублей, а в утвержденном бюджете изначально прогнозе на 2020 год 17,6 миллионов рублей. То есть снижение в целом идет чуть больше миллиона рублей. Я думаю, внутри этой суммы, наверное, какие-то перемещения можно сделать. Такой же совместный поработать. Хорошо? Еще будет выступление. Да, хорошо. Пожалуйста, Добрый вечер, уважаемые коллеги. Два момента хотел, на которых остановиться. Мы все время говорим о количестве учащихся 47 тысяч, там 200 сколько-то детей. Сейчас это не важно, но я это понимаю, это учащиеся, которые обучаются в муниципальных образовательных учреждениях, но у нас на территории города Якутска есть и государственные образовательные учреждения, и негосударственные, автономные и так далее. Вот учет этих детей мы не ведем. Если мы их будем учитывать, то количество учащихся, проживающих на территории города Якутска, увеличится. Ну, конечно, не в разы, но тем не менее там в пределах 1000 и более детей, наверное, это будет больше. Вот это я хотел такое вот замечание сделать. Потом вот расходная часть госбюджета республики к первому чтению составляет 172 миллиарда рублей, да? Расходная часть же бюджета города Якутска на данный момент к первому бюджету составляет 8,5 миллиардов рублей. Ну, если даже посчитать, это менее 5% от расходной части госбюджета республики. Ну, понятное дело, что ко второму чтению за счет трансфертов из вышестоящего бюджета, наверное, сумма поднимется, конечно, там до 16 скольких-то миллиардов, но в любом случае это будет менее 10%. И вот я этот вопрос уже озвучивал, мэр адресовал. Вот сегодня было услышано, что население города составляет 34,7% от населения республики. В то же время как расходная часть менее 10%. Вот, ну, я не являюсь специалистом в финансовой сфере, но вот налицо какой-то бюджетный вообще дисбаланс какой-то, да, или как можно его назвать, может быть и перекосом можно его назвать. В этой связи у меня есть пожелание вообще дать какое-то поручение вот, аналитической группе, которая работает с финансово-экономическими показателями, вообще посчитать, вот, насколько вот этот дисбаланс, чтобы он существует, чтобы мы могли потом в городской округ, окружная администрация выходить уже на органы исполнительной власти республики с обоснованными, можно сказать, претензиями. Потому что наш местный бюджет хронически недополучает с республиканского бюджета, это мы знаем.
по отрасли образования, в том числе сейчас в этом году задолженность там 400 сколько-то миллионов она существует. Есть риск того, что в декабре работники образования недополучат заработную плату. Поэтому такие риски не существуют. И для того, чтобы с правительством, с органами исполнительной власти разговаривать, надо вот такие исследования, наверное, надо будет провести в ближайшее время. Мое пожелание, Максим Макарович. Хорошо, спасибо, Мария Ильич. По поводу детей и учреждений, это, конечно, наверное, в докладе нужно учитывать, которые учреждения не муниципальные учреждения, Максим Макарович, можно добавить, да? По той встрече, которая была в рамках Межпарламентской ассоциации «Столица», когда Валерий Николаевич задавал вопросы по частным детским садам, это порядка 39 детских садов, и там где-то 2500 детей ходят, но это частные детские сады, которые на потребность в строительстве, они никак не отразятся, потому что детские сады, которые частные, они как бы очередность, детские сады государственные, муниципальные не сокращают, поэтому они как прибавятся, если как бы в слайде, мы эти слайды сделали, вам отправили депутаты все на той неделе еще. То есть в тех материалах, которые есть по постановочным вопросам города Якутска, есть эти слайды, есть эти материалы. Пожалуйста, там посмотрите, все там представлено. Хорошо, спасибо. Значит, по поводу дисбаланса, здесь, наверное, часть ответа на этот вопрос кроется в вашем первом вопросе. Да? По поводу на территории города Якутска, кроме муниципальных учреждений, социальных объектов, есть множество других структур, государственных, в том числе федеральных. Если это все в совокупности взять, то, конечно же, уровень расходов, наверное, по территории достигнет, а может даже превысит эти 30%, которые имеются по населению. Ну, или, по крайней мере, будет сопоставим. Но, в принципе, конечно, такой в целом анализ, наверное, нужно провести. По поводу заработной платы беспокойства, я заверяю вас и всех работников бюджетной сферы, что заработная плата была выплачена своевременно и в полном объеме. Так, еще. Хорошо, спасибо. Есть вопросы работают? Ольга Николаевна, там 40 миллионов штрафы, санкции у вас там на 3 года. Вот, это чьи штрафы и куда их тратят расход части? Вот это. Это в расходах имеете? В расходах предусмотрено. В расходах имеете? Да, да, расходы, да. ГИБДД я недавно смотрел. 200 рублей. Сейчас. У нас штрафы от ГИБДД не поступают, они поступают в государственный бюджет Республики Саха-Якутия. Могу сказать, что доходы, которые поступают по штрафам, они никак не увязываются с расходами. У нас, в принципе, есть заказ по бюджетному кодексу. А доходы из чего какие штрафы? Штрафы, которые налагаются органами. И вот сейчас внесены изменения в статью 46 бюджетного кодекса Российской Федерации, в части именно совершенствование администрирования дохода бюджета от штрафов, пений, неустоек платежей, компенсации ущерба путем перераспределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. И в связи с этим у нас идет снижение в целом, и всего лишь эти расходы составят 40 миллионов рублей. На 2019 год у нас по оценке это будет 85 миллионов рублей, а вот на следующий год это сформировано в сумме 40 миллионов рублей. 19 сколько было сейчас? 85 миллионов 85 по административным штрафам. Ну, они из года в год снижаются. И вот по последним изменениям с 1 января 2021 года федеральным законом предусмотрено внесение этих изменений. Спасибо. Еще будут желающие? Вопросы можно? Да. Вот у меня вопрос, да.
По налогообложению, по причине налогообложения, да, в 2019 году принято решение о действии повышения ставок по обращению силы налогообложения. И хотелось бы узнать для расчета доходов, какие ставки были приняты в расчет по УСН. На 20 год 10%. Тогда похоже, вот, Алексей Михайлович, да, тогда вопрос компенсации этих подачи доходов не утверждается, что ли? Вы же сказали, что будете работать с правительством. Это речь шла о том, что бюджет ранее был продан на этот период, 18 году, и там в 19 году, точнее, там доходы уже были учтены по ставке 15. И сейчас мы вынуждены корректировать, с учетом действующего законодательства, уменьшения 10. В связи с этим мы создали корректирование. Но вы же пересчитываете доходы уже с пониженной ставкой. Поэтому компенсация не возникает. Нет. Надо же объяснить нормально. Да, но при этом плановый период трехлетний. Мы говорим о том, что в трехлетнем периоде произошли изменения законодательства. Да, изменения произошли, но доходы пересчитаны по пониженной ставке. Так же? Да, пересчитано. Да, еще. Просто чего? Так, ну, если вопрос о том, когда право ведущего публичных слушаний разрешить считать публичные слушания состоявшимися, заключение о результате публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета будет опубликовано в газете «Эффектов» страницы и на официальном сайте Курского. Всем спасибо.